Находимся на сайте госуслуги, и если мы перейдем в раздел «Услуги», «Работа и занятость», что мы здесь увидим? Поиск работы и трудоустройства, либо содействие в поиске работы и сотрудников. Содействие гражданам в поиске подходящей работы. И что мы здесь видим? Для получения государственной услуги в электронном виде нужно заполнить заявление. Способы подачи лично, способы получения результата лично. Довольно интересно, да и вообще, честно говоря, это совсем не то, что нам нужно. Поэтому не будем долго тянуть, а воспользуемся другим способом. Переходим в любую поисковую систему. И здесь нам нужно ввести фразу «Интерактивный портал службы занятости». Открывается сразу несколько сайтов. Нас интересует сайт, который начинается с букв ЦЗН. Служба занятости населения. Как видите, у меня автоматически подставился Оренбургский регион, ОРБ. Нажимаем на эту ссылку. Вот так выглядит интерактивный портал службы занятости населения Оренбургской области. Для сравнения показываю, как выглядит тот же самый портал, но, к примеру, в Вологодской области. Можете убедиться, что они практически ничем не отличаются. Теперь нужно зайти внутрь. Входить мы будем через госуслуги, то есть используя тот же логин и пароль, который у нас есть для входа на сайт госуслуги. Нажимаем «Войти». Все, мы оказались внутри сайта. Сайт нас распознал. Мы находимся в личном кабинете, и нас в первую очередь интересует вкладка «Содействие в поиске подходящей работы». Нажимаем. У нас открывается заявление-анкета о предоставлении гражданину государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы. В общем-то, здесь вам потребуется заполнить сведения о себе, о своем образовании, о трудовой деятельности и указать пожелания. Я этого делать не буду, потому что пока, слава богу, не нуждаюсь в такой услуге. Я лишь расскажу, что потребуется делать вам. Здесь очень важно, существует два шага. То есть после того, как вы заполните все эти данные, обратите внимание, в последнем пункте на вкладке «Пожелания» вы выберете свой центр занятости, где вы зарегистрированы, и нажимаете «Подать заявление». А затем переходим ко второму шагу. Когда вы получите уведомление о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы, вам нужно выбрать поле предоставления документов. Обратите внимание, у меня эта вкладка неактивна, данная услуга вам недоступна, потому что я не прошел первый шаг, то есть не заполнил анкету на содействие в поиске подходящей работы. После того, как вы получите уведомление, вот эта вкладочка предоставления документов у вас станет активной. Что потребуется сделать дальше? Вы также заполните необходимые сведения и приложите копии документов. Документы можно сфотографировать или отсканировать. Что потребуется? Паспорт, трудовая книжка, диплом, справка о среднем заработке за последние 3 месяца по месту работы и реквизиты банковского счета карты МИР. Если вы ищете работу первый раз, то предоставляйте только паспорт и документ об образовании. И нажимаете «Подать заявление». В общем-то и все, вам остается подождать решения вашего вопроса, о котором вас опять же уведомят на сайте интерактивного портала службы занятости. Как видите, получение статуса безработного и, соответственно, пособия происходит не через сайт госуслуги. Возможно, через время функционал дополнят и можно будет это делать прямо здесь. Но на сегодняшний день это делается через интерактивный портал службы занятости населения.